Этот автомат появился тогда, когда создавалось оружие под новый малоимпульсный патрон. При уменьшенном патроне автомат будет получать меньше импульса отдачи. Это снизит амплитуду колебаний и тем самым повысит кучность стрельбы очередями. Таков был замысел. И логика противостояния. М-16. Американцы ушли вперед. Советский Союз тоже начал двигаться в заданном направлении. В конце 60-х годов в ЦНИ «Тучмаш» был создан свой советский малоимпульсный патрон калибра 5,45. Он меньше, чем прежний, но при этом не менее мощный. Пороховой заряд остался прежним, пуля стала легче, энергия и скорость ее полета выше, настильность траектории лучше. Начали разрабатывать оружие, подключились все оружейные КБ. И хотя сам Михаил Калашников был противником этой идеи, считал, что потенциал старого патрона еще далеко не исчерпан, он тоже принял участие в оружейном конкурсе и предложил свой образец под новый патрон. В финале ему противостоял Ковровский автомат. Грязь, пыль, вода. Автомат должен стрелять в любых условиях. И как русский солдат быть живучим и безотказным. Это наше кредо. Его воплощением и стал автомат Калашникова. Но феноменальная надежность была достигнута в ущерб кучности стрельбы. Естественно, образец, который смог совместить в себе и то, и другое, да еще созданный совсем молодым, неопытным коллективом, вызывал массу сомнений. Тем более, что это оружие в корне отличалось от привычного Калашникова. Ковровцы пошли иным путем. С подачи климовского конструктора Ткачева и помощи того самого ЦНИ «Тучмаш», где был разработан новый патрон, сбалансировали действующие от выстрела до выстрела импульсы. Первый импульс отдачи от выстрела, он направлен назад. Следующий импульс от работы газового двигателя, он направлен вперед, оружие толкается вперед. Третий импульс от удара затворной рамы в заднем положении, направлен назад. И четвертый импульс от удара затворной рамы, когда она накатывается вперед. То есть 4 разнонаправленных импульса от выстрела до выстрела. Так вот, в этой сбалансированной схеме автоматики позволяет 3 импульса из этих 4 замкнуть внутри оружия. И на оружии остается только один импульс отдачи. Ну, его никуда не денешь, поскольку в силу его физической неуничтожимости, как мы говорим. Калашниковский образец обходил по надежности, Ковровский по кучности. А ради ее повышения, собственно, и затевался сам конкурс. Кто же действительно лучший? Вопрос, на который так и не смогли дать ответа. Не верили, что кто-то смог обойти признанного метра. Не хотели рисковать, запускать новый конвейер. Дилемма стояла острейшая. Чтобы разрядить ситуацию, объявили повторное госиспытание. Такого в истории стрелкового оружия никогда еще не было. СА-006. Сбалансированный автомат Константинова. Тот самый образец, который участвовал в конкурсе 1974 года под новый малоимпульсный патрон. Он вышел в финал вместе с Калашниковым и по многим показателям, прежде всего по кучности стрельбы очередями, превзошел его. Но победителем стал не он. На вооружение был принят АК-74. Имя сыграло свою роль. Ковровский механический завод тоже был вовлечен в орбиту Калашникова, выпускал единый пулемет. А автомат своего заводского СКБ невостребованным лежал на полке. Конструкторы по собственной инициативе над ним работали, улучшали, повышали кучность, но только через 20 лет, в начале 90-х, АЕК снова вытащили на свет, представили на суд заказчика. Министр обороны того времени Игорь Родионов сам лично для сравнения испытал все автоматы. Министерство обороны, пытаясь найти применение наработкам, опробирует на АЕКах разные варианты автоматов. Разброс заданий от минимума до максимума. Был образец с низким темпом стрельбы, менее 500 выстрелов в минуту. Потом запросили автомат с высоким темпом, до 2000 выстрелов. Правда, идеи эти не прижились, и выстрелы оказались холостыми. Но саму сбалансированную схему со счетов никто не сбрасывает, даже Михаил Калашников.